меня такой вопрос Петру Лукичу, руководителю департамента ветеринарии. Вот вчера Екатерина Безрученко говорила, что нормативы по собакам были приняты в 2015 году, да? И, естественно, в связи с инфляцией и прочими делами их не хватает. Вот вы, Петр Лукич, с этим согласны? И можете ли вы пересмотреть эти нормативы? Здравствуйте, уважаемые коллеги, всем участникам. Да, данный вопрос, который она озвучила вчера, это действительно так. Мы сейчас прорабатываем насчет нормативов, которые мы будем носить через постановление Республики Саха-Якутия. А как вот все-таки раньше подсчитывали? Вчера вот долго говорили о том, что нет методики подсчета собак в Якутске. Так, насчет этого, да. На федеральном уровне у нас нету методики посчитывания безнадзорных собак. Поэтому как бы законодательно мы не имеем права заниматься, это не наши компетенции. Но сейчас мы разрабатываем методику и будем согласовывать с прокуратурой, Минюстом, ну и департаментом по государственным правовым вопросам, ну и главной и прокуратурой. Сейчас она на стадии разработки и согласования с заинтересованным учреждением. На федеральном уровне нету. Мы тоже обговаривали со своими коллегами, да, как бы разработка должна идти по федеральному законодательству, да, а на уровне субъектов пока таких прав нам не дали. У нас был запрос Министерства природных ресурсов, и нам высказали, что мы ввели постановление правительства по обустройству приюта, по содержанию правил домашних животных, но остальные это не входит в наши компетенции. Это федеральный закон. Уважаемые коллеги, задавайте вопросы. Я добавлю тут, Петр, у нас же, когда мы субсидии рассчитываем в прошлом году, почему в прошлом, в 2020 году, мы же пересчитали по городу Якутску безнадзорных собак от 2,5 увеличили количество до 4,5 при расчете субвенции. Нормативы рассчитаны, но в данное время у нас со стороны подведомственных учреждений идет, например, на кастрацию и стерилизацию 565 рублей. И они говорят, что в действительности такая сложная операция, полостная операция не может стоить 565 рублей операция. Поэтому сейчас мы разрабатываем постановление правительства насчет повышения. То есть оно должно пойти в сторону увеличения. Сейчас идут согласования примерно на 3500 рублей. То есть вы не по подсчету количества безнадзорных, а имеется в виду по видам стерилизации, вакцинации, по этим нормативам, да? Да, по этим нормативам. Методики понятно. на федеральном уровне нету, поскольку у нас как бы прокуратура запрещает заниматься федеральным законодательством, поскольку мы орган исполнительной власти, мы не вправе как бы вносить такие нормотворческие методики на уровне субъекта, когда закон касается федеральной, по всей России. Это понятно, да, понятно. Да. Добрый день. Я добавлю, да, Петр Лукич, Павел Валерьевич, наверное, помнит, еще мы вносили аналитическую справку, и там было для расчета динамики численности поголовья безнадзорных собак применяется методика, разработанная карельскими зоологами, ученым-биологом рыбалка, которая однозначно показывает рост численности при применении методов, закрепленного в указанном федеральном законе как обязательных к применению с 1000 особей собак в начальном периоде реализации данной программы до 7141 единицы за период 10 лет ее применения. Таким образом, при оценке увеличения рисков, исходящих от 100 безнадзорных, необходимо учитывать 7-кратный прирост поголовья за 10-летний период. То есть они же занимались именно безнадзорными собаками, поэтому эту методику нам давали, мы вам уже письма отправляли. Павел Валерьевич, помните, да? Это у нас Да, помню. Ну, в принципе, два года работы этого закона, они же подтверждают. Да. Они подтверждают, что рост идет.
Рост идет, и они даже нам же вот посчитали же тогда карельские ученые же, что у нас до 2030 года мы получим уже более 35 тысяч собак, если вот такое количество по этой методике, если посчитать. Один большой Возрастет улус. до 35 705 единиц. Это в городе Якутске. А в Ленске, тогда мы же тогда с Ленском же как бы шли, да, получалось, что до 14 282 единиц, соответственно. И поэтому динамика возрастания численности поголовья в городской среде это в 7,141 раз за 10 лет однозначно указано на то, что количество жертв, нападений и угрозы еще больше будет. Поэтому вот за 2 года мы точно этого всего это видим. Надо уже выйти нашим ученым, соответственно, и с карельскими зоологическим институтом, они готовы уже работать. В 2030 году у нас будет муниципальный округ собачий, короче, 35 тысяч собак. Да. У нас. 35 это в одном городе Якутске. Поэтому мы же тут и разрабатывали, Павел Валерьевич с нами тоже так же вместе же работали же как раз. И мы стратегию уже все это и разработали же, и дорожная карта, все эта бумага же есть. Давайте мы вас позже выслушаем. Вот тут подключился заместитель председателя правительства Михаил Викторович Никифоров. И, насколько я знаю, он скоро пойдет на другое совещание. И вот, Михаил Викторович, вы вначале не смогли присутствовать. Мы решили построить это в форме интервью, вот, чтобы, поскольку все уже высказались в эти дни, да, на различных совещаниях по теме собак. И вот у меня такой вопрос, да, самый, наверное, такой важный. Будут ли вот найдены в бюджете деньги при корректировке бюджета или каким-то иным способом на новый приют, ну, в смысле, или переоборудование пункта передержки в приют, да, чтобы вот содержать вот это огромное количество пожизненно собак, да, которые сейчас по Якутску бегают. В мэрии вот посчитали, что на 1200 собак в год надо 116 миллионов рублей, это только на содержание, плюс 19 миллионов рублей на приют. Вот такой вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Игорь. Значит, наблюдаю, слушаю мнение со всех сторон. Вот что касаемо строительства приюта. Вот да, действительно, этот вопрос сегодня очень сложный. Я, когда озвучивал в своем брифинге данный вопрос, значит, сказал о том, что мы данный вопрос изучаем. Мы изучаем, потому что с точки зрения, значит, строительства приютов сегодня в бюджете никаких источников нет. Вот как Петр Лукич говорит, у нас есть средства для вот ОСВВ, которые вот действительно есть, которые мы сегодня направляем. Что касаемо бюджета приютов, пока нет. Пока нет. И мы этот вопрос изучаем. Вот в том числе в городском округе города Якутска. У нас некоторые муниципальные образования, вот, кстати, хотел бы отметить, некоторые муниципальные образования без никаких всяких вот этих бюджетных ассигнований на своем уровне построили уже приют. Построили приюты. Вот, допустим, возьмем Амгу, возьмем, значит, Усалдан, возьмем вот Сунтар, значит, они уже построили, хоть и маленькие, но приютов построили, и, в принципе, сегодня они функционируют. У нас, как вы знаете, 10 приютов уже в республике работают. Вот в одном Мирнинском районе у нас 3 приюта. 1 муниципальный, 2 частных приюта. Да? Вы об этом тоже знаете. В городе Якутск у нас пока пункт передержки. Вот. Значит, здесь каким образом надо пойти, уважаемые коллеги? Значит, не всегда строительство приютов, оно должно идти из бюджета, из регионального, из муниципального. Приюты могут построить ну, любой желающий, в том числе и собаководы, и кто вот желающий и так далее, предприниматели и так далее, которые должны заниматься этим. Поэтому тут вопрос такой, более шире надо посмотреть. Вот, допустим, возьмем северный, допустим, муниципальный какой-нибудь район, ну, допустим, в том же Анабаре, в том же, допустим, Нижнеколымском районе. Там, возможно, действительно нету возможности тех или иных предпринимателей, допустим, содержать, построить этот приют. Да, там, в принципе, надо помочь, потому что действительно там их нет. Но вот что касаемо города Якутска или там больших городов,
Тут возможно на примере аутсорсинга, на примере там, значит, других механизмов построить эти приюты. Самое главное, те же предприниматели, они будут заинтересованы, чтобы, значит, отлов и так далее, стерилизация, ну и дальнейшая вся вот эта работа финансируется из нескольких источников, не только из бюджета, возможно, есть другие, значит, спонсорские моменты и так далее. Все это можно рассмотреть. Вот что касаемо увеличения, вот самый главный вопрос именно в этом заключается. Вот вы говорите, что через определенное время в городе будет 35 тысяч вот, значит, поголовью. Сегодня мы четко не знаем, у нас методика, вот вы говорите, методика есть, методика, которая разработана, но на сегодняшний день никаких методик у нас не принято. Да, мы будем изучать эту методику, посмотрим, эта методика для чего нам нужна. Во-первых, чтобы, по крайней мере, четко понимать, сколько у нас будет в будущем, сколько предусматривать средств из тех или иных источников, в том числе из бюджета, в том числе из внебюджетных источников, в том числе из спонсорских средств. Вот это мы должны четко понимать. Значит, если 35 тысяч будет, вот действительно столько денег надо будет, чтобы их кормить. У нас сегодня закон же такой сложный. Все об этом знают, что закон у нас действительно, ну, мягко говоря, он недоработанный закон. Если вот сейчас ставят вопрос о том, что выпускать в среду обитания нельзя, а у нас в Якутии, я так понимаю, что большинство, подавляющее большинство об этом не говорит, то мы вынуждены будем содержать вот этих животных. Это обратная сторона медали. Поэтому вот мы четко пока не понимаем, сегодня у нас сколько это будет, завтра у нас сколько будет. Если эти 35 тысяч нам придется только в городе Якутске содержать, так это, извините меня, знаете, сколько денег будет? Если честно говоря, я пока даже не представляю. И депутаты, значит, и на государственном собрании, значит, муниципальное образование, они будут потом, значит, конечно, у них глаза вылезут на лоб, когда будут они вот предусматривать такие средства только на содержание этих животных. Поэтому здесь очень сложный вопрос. Уважаемые коллеги, я вот хотел бы воспользоваться моментом, у меня в принципе время есть, до 4 часов, у меня в 4 часа совещание представляется, до 4 часов я спокойно сижу, с вами обсуждаю. Очень хорошо, что вы, значит, сегодня такой круглый стол отметили. Я бы хотел воспользоваться моментом, все-таки обратиться к вам тоже. Вот сегодня у нас, я так вижу, округ ТВ присутствует, есть журналисты, есть и так далее. Я бы хотел обратиться к вам вот с такой просьбой. У нас сегодня действительно многие жители республики, жители города, пока многие, конечно, не понимают. Эмоций много, а понимания в том, чтобы как их содержать, этих животных, то есть собак и так далее, пока нет. Поэтому я бы хотел обратиться к вам, чтобы вы нам помогли в части, значит, упорядочивания, содержания животных, регистрации животных. У нас пока этих документов нет, но средства массовой информации, значит, ну, люди, опытные люди, значит, помогли в той или иной мере помочь нашему населению вот всю информацию довести до всех. И потихоньку мы к этому придем. Если у нас порядок будет и в нормативной, и в головах, и так далее, тогда мы значит, эту проблему потихоньку решим. Я не говорю, что мы его не решим. Мы его решим. Рано или поздно решим. Но как мы будем решать, это вместе с вами мы должны совместно, сообща решать. Тут не надо разделять власти, там государственная власть, муниципальная власть. Не надо разделять там того, иного, третьего. Тут надо совместно решать. Закон у нас пока какой есть, такой есть. Хороший, плохой, неважно. Самое главное, есть закон, эти законы мы должны исполнять. Вот в таком ракурсе я бы хотел на первый вопрос ответить. Если будут Я согласен, Михаил Викторович, с вами. То, что людям надо разъяснять. Андрей Михайлович Находкин присоединился. Это председатель профильного комитета Илтумена, который вот собаками занимается как раз. Андрей Михайлович, вот вчера вот на совещании долго обсуждалась тема внесения законодательной инициативы Илтумена по поводу изменений в так называемый закон Бурматова. Но я, честно говоря, или плохо слушал, но до конца я не понял, почему вот
э, э, произошла столь длительный такой этот временной, как его, промежуток, да, в феврале же вы рассматривали, да, эти предложения. А Галина Иннокентьевна Данчикова сказала, что вот хорошо бы срок вот именно вот сейчас, вот до 15 января подать вот эти поправки. Но, к сожалению, времени-то вот остается или вообще не остается. Вы можете нам так вот ясно и как коротко объяснить? На самом-то деле, вчера Галина Иннокентьевна говорила о другом законопроекте. Так что вот нашу законодательную инициативу путать не надо, потому что Ил-Тюмен вносит там временного такого, чтобы обязательно до 15 января и так далее, там сроков нет. Дело в том, что 17 декабря тоже, закон-то постоянно меняется, вот наш 498, какие-то там понятия, вносятся изменения. Именно там по выгулу какой-то пункт был, и 17 декабря рассматривали в первом чтении. И там срок давали депутатам Госдумы внести свои предложения месяц. Это значит 17 января выходит. Галина Иннокентьевна об этом говорила. Вот. А вот наш законопроект, наша инициатива со стороны Ил-Тюмена, это уже в эти временные рамки не входит. Мы идем процедурно, и завтра уже мы на постоянном комитете по силовой и аграрной политике рассматриваем наш законопроект, внесение изменений в федеральный закон. И 17-го мы по регламенту уже успеваем, в повестку уже включили наш вопрос на заседание, пленарное заседание, на сессию пленарного заседания Ил-Тюмена. И 17-го мы, если вот народные, надеюсь, что поддержат, народные депутаты поддержат данный законопроект, и мы уже по нормативу, по регламенту уже направляем в Государственную Думу. Там уже есть отдельная процедура. Вот так я отвечу на этот вопрос. Я хочу дать слово Лене Тихоновой. Вот Андрею Михайловичу, Михаилу Викторовичу, у тебя вопросы наверняка есть? Ага, спасибо. Михаил Викторович, вот вопрос такой. Вы как бы из вашего брифинга было понятно, что как бы полномочия все за муниципалитетами, да, за районами, городами, и что они как бы некачественно, нехорошо справляются со своими задачами, да, вот по собачьему вопросу. И был такой вопрос, мнение одного из наших читателей о том, что почему республика, если она все это время видела, что муниципалитеты не справляются со своими задачами, полномочиями, то почему республика на себя это как-то хотя бы частично не взяла? Вот. И почему вот под законом вот Бурматова какие-то свои республиканские, региональные там нормативно-правовые акты, или как это все правильно называется, да, не были разработаны. И сейчас какие самые срочные меры будет принимать правительство? Потому что эти приюты, это все-то внесение изменений, вот эти попытки Ил-Тюмена, это все долго, время требует. А видите, каждый день тут случаи происходят нападений. Спасибо. Спасибо, Ирина. Да, значит, что касается вот справляется, не справляется, да, действительно, я бы не хотел бы здесь громко говорить, что не справляется. Вопрос, вот сами же ответили, вот когда я подключался, вот вопрос стоял каким образом. Вот я вот с 2020 года назначен, да, исполняющим обязанности. Вот в 2020 году, когда вот этот закон только вступил в силу, бурматовский, да, и освоение финансовых средств по отлову и так далее, всего было на уровне 56%, если я не ошибаюсь, вот Петр Лукич меня может поправить. Мы тогда предусмотрели тоже 60 миллионов на всю республику, и всего было освоено 56%, остальные деньги возвратились в бюджет. То есть здесь надо говорить о том, что справились они в 2020 году или не справились. Тогда особых проблем не было. Значит, в 2021 году предусмотрели опять же 60 миллионов рублей. При этом
город Якутск в 2020 году освоил 15 миллионов рублей. Значит, в 2021 году уже город Якутск освоил, мы направили 28 миллионов рублей. Значит, справляется, не справляется, это вопрос тоже. И 2022 год мы уже предусмотрели 31 миллионов рублей уже городу Якутску. Значит, некоторые главы справляются, допустим, вообще без проблем. Вот, допустим, везде вот по телевизору показывают и так далее, Амгинский район, вот они построили приют. Вот буквально недавно открыли приют в Барагонцах. Вот они справляются. Там проблем, ну, по крайней мере, таких сильных проблем, как в городе Якутске, или там таких нет. Но тут надо говорить о том, что не справляются, тут вопрос именно в нормативной, законодательной части у нас проблемы. У нас как-то замкнутый круг получается. Понимаете? Вот поэтому данный закон, вот самый главный вопрос, умерщвление же сейчас запрещено, они добавляются, и клубок потихоньку растет и растет. И тут хочешь не хочешь, проблемы они будут. Вот этот год он показал, 21 год, как раз вот это та трагедия, которая у нас сегодня случилась. И если она будет выпускаться, вот эта проблема, она еще увеличится. Сколько мы туда не вложили бы, она увеличится. Хоть строй приюту, хоть не строй приюту, все равно эта проблема будет. Понимаете, тут надо, значит, работать сообща. Я не говорю, что город плохо справляется. Город, по крайней мере, все, что мог сделать, сделал. Но при всем при этом хорошо, плохо, это второй вопрос. Это уже оценят не мы, а значит простые люди и так далее, и так далее. Я не буду говорить. А вот что касаемо дальнейшей работы, да, сегодня мы должны всем миром, значит, данный вопрос решить. Что касается действий правительства, в первую очередь, да, мы сегодня, значит, вот Петр Лукишин на разных площадках об этом говорил, мы сегодня, мы еще в прошлом году еще весной внесли в Илтумен, значит, внесение изменения в Кодекс административных правонарушений Республики Саха-Якутия в части увеличения, значит, штрафных санкций, штрафов. Этот вопрос мы должны рассмотреть. То есть Илтумен, если примет, то уже будет возможность, по крайней мере, штрафовать нерадивых хозяев. Второе, значит, по крайней мере, если федеральный закон не принимает вопрос об, значит, обязательной регистрации, хотя бы на муниципальном уровне, надо принять какие-то нормативные документы по регистрации, по выгулу. Вот эти нормативные документы на муниципальном уровне должны это делать. Мы, в принципе, значит, со стороны департамента ветеринарии направляли проекты нормативных актов, чтобы они рассмотрели. Пока, значит, муниципалитеты, вот у меня пока информация есть, один муниципалитет уже готовит. Но пока не буду говорить, потому что, как говорится, лучше промолчу, примут, тогда и скажут. Вот не буду пока об этом говорить. Но есть определенные люди, главы, которые идут со временем и хотят. Многие, значит, муниципалитеты, конечно, ни сном, ни духом об этом тоже не думают. Тут надо честно говорить. Честно надо говорить. Пока до этого или руки не доходят, или умом не дошли. Но вот, как говорится, ситуация сегодня сложилась таким образом, что они вынуждены будут думать. Куда они денутся? Все мы должны думать. И мы их должны поддакивать и подталкивать к принятию тех или иных нормативных актов. Пусть прокуратура будет против. Я даже готов, чтобы, значит, муниципалитет принимает, пусть прокуратура будет против, а мы со своей стороны и в постановление, значит, наши действующие хотели внести изменения. Значит, были попытки наши, которые протестовала прокуратура на стадии согласования этих нормативных актов, уважаемые коллеги. Поэтому тут надо говорить о том, что на основании федерального 498 года наши нормативные акты несколько раз они были отрицательным заключением, и они не были приняты. Тут, то есть вопрос такой. Поэтому надо в первую очередь, конечно, нормативная база федеральная, она должна быть хотя бы как-то более-менее, значит, отработана, и чуть-чуть бы нам дали бы каких-то полномочий, по крайней мере, субъектам, с учетом условий,
местных условий, потому что у нас условия совсем разные. Вот вы все же говорите, у нас в Якутии условия совсем разные. Условия Краснодарского края, условия Калининграда – это две разные вещи. Поэтому с учетом этого мы должны работать. Спасибо, Лена. Спасибо вам. Викторович, давайте передадим слово представителям мэрии, поскольку они, как говорится, на переднем крае находятся. Роман Ярославович. После этого трагического случая, конечно, это был большой урок, и он до сих пор, этот урок продолжается, и нужно его с какой-то удовлетворительной оценкой закончить, чтобы и горожане почувствовали, что определенное улучшение. Очень важно, что все уровни власти, мы видим и федеральной власти депутаты Госдумы, мы видим, что правительство примерно в тех же категориях мыслит. У нас, конечно, есть определенные противоречия в части финансирования этих полномочий. Да, мы должны помнить, что это является переданными государственными полномочиями обращения с безнадзорными животными. Это первый тезис. Второй тезис. Эти полномочия финансируются строго по статьям. Это тоже все уже журналисты поняли. Я думаю, уже значительная часть населения это тоже понимает. И там строго определенный перечень действий, которые сегодня осуществляет фонд «Помоги выжить» в рамках пункта передержки животных. Если говорить о первоочередных мерах, уже мы сообщали о том, что открыт временный пункт передержки, он будет действовать примерно 2 месяца, до тех пор, пока ведутся работы по расширению действующего пункта передержки животных на Очиченко. Проблема это не снимет, но она немножко может, эти действия могут облегчить ситуацию, как-то снизить остроту ситуации в среднесрочной перспективе, в краткосрочной перспективе. Но стратегически мы понимаем, что закон сегодня устанавливает 2 варианта действия. Это либо ОСВВ, то есть финансирование обращения с собаками, это 1 месяц идет из расчета 289 рублей. Сегодня на федеральном уровне тот же Бурматов заявляет о том, что собаки выпускаться не должны. И мы должны понимать, на что мы будем содержать собак, если мы их не выпускаем. Муниципалитеты эту проблему не решат. То есть это должно решаться с участием государственного бюджета. Мы как-то упустили еще тему федерального финансирования строительства приютов. Это крайне важная тема, о ней Бурматов говорил в начале закона, это было еще в 2019 году, в 2020 году, но, к сожалению, реализации масштабно это не нашло. В нескольких регионах, я знаю, это реализовывалось, но до большинства регионов эта программа не дошла. По крайней мере, у нас в Якутии на федеральные деньги приюты не строятся. Это серьезнейшая проблема. Мы говорим, если приют стоит в ценах 2019 года, приют на, скажем, на 300 голов, он стоил 20 миллионов. Масштабируем цены, мы знаем, что инфляция на стройматериалы очень большая, рост цен. Масштабируем количество собак, о которых вот специалисты говорят. То есть приют на 1000 голов будет существенно дороже стоить. Но самое главное, это не строительство приюта. Здесь еще можно найти механизмы софинансирования. Я думаю, в правительстве республики это тоже понимают. Самое серьезное – это содержание этих собак. Собака обходится 289 рублей в сутки содержание. Там и питание, питание это не основная часть действительно. Там работы по санитарной обработке, там сено и все прочее. 289 мы умножим на 365 дней, одна собака у нас будет обходиться 105 тысяч рублей. Умножаем на 1000 собак, это 105 миллионов в год. Готовы ли бюджеты всех уровней нести такие расходы? Вот надо из этого исходить. Это только мы говорим о 1000 собак. То, что сейчас уже есть, вот Екатерина Сергеевна подтвердит, у нее сейчас в приюте уже 1000 собак. Если мы считаем, что это приют и держим там собак год, вот мы должны финансировать этот приют на 105 миллионов рублей. Один приют. Сколько сейчас собак в ППЖ? 1000 с небольшим, я думаю. Ничего себе. 1008, по-моему, сказали. Но на самом деле сегодня уже прибыли, поэтому уже больше. Да, это очень большая цифра.
Второе направление, которое, я думаю, может решаться с меньшими затратами, это массовая стерилизация собак. Здесь вопрос не только в пропаганде, вопрос финансирования. Возможно, нам нужно подумать и с правительством, возможно, какие-то муниципальные здесь средства могут быть привлечены, в том числе и по бесплатной стерилизации. Мы видим, что проблема не решается, и в части самовыгула совершенно люди правы. У нас в отлов попадает там 25-30% собак хозяйских, которые не стерилизованы, как правило. А на самовыгул отправляют в том числе и в части кормежки. То есть отправляют люди, у которых нет денег кормить собак своих. Возможно, подумать над тем, чтобы проводить бесплатную стерилизацию для таких собак. Мы таким образом сможем сдержать рост поголовья. Над этим надо думать. И еще вчера Евгений Николаевич очень хорошую вещь сказал, немножко журналисты не заметили, в части самообложения, в части введения какого-то налога на собачников, на людей, которые содержат собак. Вот мы в том числе говорим о том, что у нас в городе не хватает цивилизованных, нормальных площадок для выгула собак. Об этом все говорят, и власть это понимает, конечно. Но вопрос в том, на чьи средства их пользовать. И этими же площадками не все пользуются, а конкретные владельцы конкретных собак. То есть вот этот вопрос, мне тоже кажется, требует рассмотрения, в том числе с участием общественности, горожан заинтересованных. Да, там очень много предложений. Ну, это вчера Евгений Николаевич проговаривал, я просто повторяю его идеи. То есть я с ними тоже согласен. То есть собачья площадка для выгула, она не для всех, а конкретно для конкретных категорий горожан. Только они ими пользоваться будут. Вот в этой части, мне кажется, тоже нужно. Ну и по КоАПу, вот Михаил Викторович тоже сказал, что предложения готовились, но, к сожалению, они депутатами не были приняты. Поправки вот в части наказания за самовыгул. Да, сегодня я слышал, что Бурматов эти вещи хочет на федеральном уровне ввести. Ну, если это будет действовать, опять же возникнет практика применения. То есть до тех пор, пока у нас не будет принудительной регистрации всех собак, мы не сможем правоприменением этого закона заниматься. Даже если он будет принят там штраф 10 тысяч рублей за самовыгул, как ты установишь, что чья это собака, если собака не зарегистрирована должным образом? Поэтому первый шаг – это обязательная регистрация всех домашних питомцев. Собак, ну кошек я не знаю, но по крайней мере собак. Потом пропаганда стерилизации. То есть те люди, которые не могут оплатить стерилизацию, если мы говорим, нормальная полостная операция стоит там от 3 до 9 тысяч за больших собак. Соответственно, мы понимаем, что это нагрузка для малообеспеченных людей. Соответственно, надо думать о том, что вводить какие-то программы бесплатной стерилизации. Если мы ссылаемся на западный опыт, вот мы говорим, что там в Германии не умерщвляет собак. Так в Германии налог платит там 700-800 евро в год, каждый собачник. В Германии тоже умерщвляют собак. Ну, я не знаю, я в Википедии пользовался, обнаружил, что в Европе есть только 3 страны, в которых не умерщвляют собак, которые не востребованы хозяевами. Во всех остальных странах период содержания собаки в приюте там от нескольких дней до месяца, как правило. Мы смотрим пример даже, ну, мы говорим гуманные страны, там гуманное отношение к собакам, но там опять же совершенно другие климатические условия. Совершенно соглашусь с Михаилом Викторовичем о том, что он говорит, что содержание приюта в Якутске, отопление, корма и все прочее, это в несколько раз дороже будет, чем в центральной части России, где можно этот приют вообще не топить. Он будет обогреваться дыханием животных. У нас это обязательно тепло полгода в год, полгода каждый год. Огромные затраты. И федеральный закон эти вещи, конечно, не учитывает. Я согласен с тем, что должны быть какие-то изменения и в этой части, чтобы регионам отдали часть каких-то регуляторных норм в части именно содержания. Ну, по умерщвлению я говорить не могу, у меня нет таких полномочий, я, безусловно, за сохранение жизни любого существа. Но опыт других стран подсказывает, что общественные интересы, интересы безопасности людей, они должны быть выше, а не на одной чаше весов с животными, у которых нет хозяев.